Ивана Ивановича Полякова, такой изукрашенный, но очень такой внутри отделка красивая, такой она почти вся. Сколько лет думал, тоже третий, ой, ну, такое время, тоже 100 лет. Туда не проехать сейчас, наверное, тяжело, до да? реки, а там... До реки. А, до реки. Бродом надо. И вот Венгина еще разрушается, красивый дом, очень хороший дом Венгина. Тот Камаев. Ты фотографировала отсюда? Александр Николаевич Камаев был сыном Санкт-Петербургского купца, сам занимался торговлей. А может быть, это не очень повторно было? Большой ребят, сколько еще представить, да, все встречать, конечно, много сделано. Нравится хлеб? Пальцем колеса. Это расстоян тогда на этом. Находится внизу пристройки, и можно пользоваться, если вдруг чего. И у нас есть точки обогрева, если вдруг замерзнете, вот можно либо идти вот в ту избушку, которая стоит в той стороне, либо в пристройке, там относительно тепло. Теперь переходим, собственно, к... Да, еще у нас есть торговля, и у нас есть угощение, которое начнется после того, как мы сейчас прочтем короткий торжественный. Куанской район, замечательная Костромская область, и в ней, к сожалению, куча всего прекрасного уже погибло. Вот домов таких, как Асташово, было в Костромской области, наверное, 100. Осталось Асташово, Погорелово и все. И если их не спасать, то ничего не останется истории. А это то, что остается всем местным людям. Это то, что остается чехломичам, то, что остается Костромской области, это часть наследия, часть истории, которую я считаю, что я просто выполняю какой-то свой долг и пытаюсь это сохранить. Вот, но это все какие-то сложные слова, я на самом деле хочу сказать проще. Я хочу сказать, вот мы реставрируем это уже 5 лет, я стал думать, на что это похоже. Ну, больше всего это похоже на какое-то путешествие, вот, и за это путешествие какие-то вещи узнаешь. Например, когда тебе говорят какие-то цифры, надо сразу умножать на 2 или на 3. Сказали, сделаем за 2 года, ну, можно умножить на 3 раза, вот за 6 лет, может быть, мы знакомились с огромным количеством хороших, добрых людей, которых всех даже сейчас... Если я сейчас всех начну упоминать, то у всех завянут уши, и они перестанут слушать. Но я прежде всего хочу сказать большое спасибо всем жителям Веденского, всем жителям Чухлома, всем жителям Костромы и Костромской области, без которых все это не было бы возможно. То есть, может быть, вы здесь не работали или не реставрировали, не спасали, но если бы не вы, я бы этого не делал, потому что я это делаю прежде всего для чехломичей, для костромичей, для жителей Веденского. Это то, для кого я это делаю. Я делаю это для того, чтобы у вас было ваше наследие, вот частица чего-то, чего вы можете гордиться. Вот в Москве есть Кремль, и вся Россия гордится Кремлем, а в Чухломе есть Асташово, есть Погорелово, это точно. Поэтому Андрей, я перед тобой преклоняюсь, спасибо тебе огромное. Ребята, а вы обладаете совершенно удивительной, совершенно потрясающей историей, которую на самом деле русский народ не сильно уже представляет, да? Вот как это жило, где это жило, в каких домах крестьяне жили, да? Вот это надо действительно восстанавливать, рассказывать, и поэтому то, что Андрей говорит, что этим надо гордиться, я тоже целиком и полностью его поддерживаю, это замечательно. Спасибо. Это так, да.